Прывітанне. Вы глядзіце праект «Радыёсвабода. Беларусь пасля 26 студзеня». З вами Юрый Дракахруст. Вынік выбараў выглядае перадвызначаным, але што не перадвызначана пасля іх? Адказ на гэтае іншае пытанне мы шукаем у размовах з аўтарытэтнымі палітолагамі, аналітыкамі, сацыёлагамі і журналістамі. Сёння нашая госця былая палітзняволеная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка. Вольга, прывітанне. Добрый день. Вольга, як я уже сказаў, ёсць падставы меркаваць, што выбары 25-го году не будуць ні свабоднымі, ні дэмакратычнымі, і што іх пераможцы ўжо перадвызначаны. Таму ў гэтай праграме мы гаворым пра тое, што будзе пасля выбараў, што будзе пасля 26 студзеня 25-го году. Першае маё пытанне – інтэнсіўнасць рэпрэсіяў. Ці будзе яна істотна мяняцца пасля гэтых выбараў? Яна ўжо зараз мяняецца, а тады? Я думаю, что она будет меняться, я думаю, что она будет снижаться. Я бы не называла это оттепелью, потому что все-таки ослабление репрессий – это не совсем оттепель, да, когда становится можным то, что раньше было нельзя. Просто всех накажут за то, что было сделано там в 2020-2021 году, и продолжать жестокости за то, что было там больше 5 лет назад, наверное, несколько странно. Тут еще срок давности по этим преступлениям истечет, и можно постепенно заявлять о том, что мы с этим покончили. Я сейчас вижу, что, в принципе, сроки давления, наверное, чуть меньше, чем раньше. Я бы, тем более, что есть действительно 207 человек, вышедших на свободу по помилованию. Это очень хорошо, это лучшая новость последнего года. Но сказать, что это оттепель, я не могу. На самом деле, все, что было нельзя в 2023-2024 году, все это будет нельзя и в 2025 году. А давайте все ж таки про такі індыкатар, як колькасць палітвязняў. Так, яна зніжаецца фактычна з, здаецца, другога квартала 23-го года, уже больш за год. Да. Так выразна зніжаецца. Там было па 1500, зараз ужо каля 1200, але тым не менш мы бачым вось этую хвалю памілаваннем, уже 7-е, але і працягваюць сажаць. Прынамсі, паводле гэтага індыкатару, чаго вы чакаеце? Меньше 1000, меньше 500, нікога не будзе, всіх вызваліць, як в 16-м? Я бы, конечно, хотела, чтобы всех, просто потому, что те, кого я знаю, кого я жду, им сидеть очень долго, да, то есть они, по идее, будут выходить там одними из последних. Даже больше, чем лидером 2020 года получили наши коллеги, к сожалению. Я думаю, что число будет снижаться, число будет меньше 1000, будут помилования. Да, сейчас продолжаются задержания, действительно, но многие получают меньшие сроки, чем раньше можно было рассчитывать. Многие получают административки и потом все-таки выходят, это тоже хорошо. То есть, в смысле, плохо, это репрессии, но они такие менее людоедские, что называется, да, то есть, да, мы продолжаем есть людей, но мы немножко этого стесняемся и стараемся делать это как-то немножко аккуратнее, чем раньше. Сейчас мы точно знаем, что делать нельзя, и многие люди просто могут не подставляться, а кто подставился, просто уехать и не попасть под эти репрессии. Но с выходом всех это будет сложно, для этого нужны отдельные целенаправленные усилия. И для этого я боюсь, что без помощи международного сообщества, каких-то международных сил мы не сможем добиться того, чтобы эти люди вышли на свободу. Вольга, а зараз пра больш шырокае вызначэнне ўсё ж такі рэпрэсіяў, якія не зводзяцца да колькасці палітвязняў. Колькасць, як я сказаў, зніжаецца, але раней, напрыклад, не адбіралі маёмасць, прынамсі в такіх маштабах, а сёлета сталі адбіраць маёмасць. Скажем, в 2021-2022 годзе не было такой з'явы, як інкамунікадо.
А вот 10 в 22, здаецца, 23 это з'явілася адносна тых, хто яшчэ сядзіць. Можно пералічваць многія іншыя параметры, скажем, спісы экстрэмісцкіх там матэрыялаў, экстрэмісцкіх фармаванняў, ён як рос, так і расце. Тут як бы з гэтага спісу нікога не выключылі. І з аднаго боку як бы адзін параметр як-ніяк зніжаецца, а другія хутчэй узмацняюцца. Так і будзе пасля 26 студзеня. Я думаю, что это не имеет какой-то самостоятельной ценности для режима. Да? Это продолжение того самого давления. Имущество, да бог с ним с имуществом. Ну, я как человек, сам пострадавший от этого, от этих всех изъятий и ограничений, причем пострадавший достаточно неожиданно, потому что террористами мы стали, когда были еще в Беларуси, я могу сравнить, что такое личная несвобода и что такое потеря имущества. Да? Как бы не было болезненно второе, оно несопоставимо с первым. Да? Как и заочные приговоры, какие бы жестокие они ни были, лучше жестокий заочный, чем... То есть я понимаю, что режиму надо с кем-то бороться. Пусть он борется лучше с уже уехавшими, чем с теми, кто сейчас в стране. Это однозначно, и это выбор из двух зол, это выбор из двух плохих вариантов. Здесь нет никакого хорошего. С инкоммуникадо, опять-таки, ситуация абсолютно ужасная. Я не знаю ни одной страны мира, где бы сколько-нибудь цивилизованной, где бы такое могло происходить, да, где люди по 2 года сидят без всякой связи с внешним миром. Да? Это уже какой-то привет Асаду получается с его тюрьмами. И я надеюсь, что, как и в случае с Марией Колесниковой, все-таки эта ситуация разрешится и связь с людьми наладится. Ни о каком ослаблении, естественно, речи не идет. Речь идет о переформатировании этого давления. Но в таком виде это менее опасно для тех, кто сейчас находится внутри страны, в том числе для моих и ваших коллег. Ольга, вы уже сказали важное слово «оттепель», «адліга». Адліга – это, ізноў жа, не толькі, умоўна кажучы, спыненне рэпрэсіяў, не толькі вызваленне палітвязняў. Мы памятаем, як это бывала ў Беларусі, скажем, і пасля 2008 году, і пасля 2015-2016. Это не толькі вызвалялі палітвязняў, это ўсё ж такі і як бы змяншалася хватка, і ўзнікаў нейкі дыялог. Можна сказаць, сімвалам яго было, скажем, дазвол на святкаванне стагоддзя БНР і дастатковая адносная свабода, але тым не менш адносная для, скажем, медыа, для недзяржаўных арганізацыяў. Зараз это цяжка себе ўявіць у Беларусі, але тым не менш. У 2015 годзе таксама, дарэчы, далёка не ўсе думалі, што так будзе. Зараз у мяне пытанне такое. Ёсць внутренние механизмы режима, которые бы штурхали до того, как это повторить? Мне кажется, что они есть. Да, я сразу оговорилась, да, что оттепель – это когда что-то было нельзя, сейчас стало можно. На самом деле сейчас ровно так же нельзя ничего, что было нельзя год назад. Просто мы более четко представляем, что именно нельзя, и можем чувствовать себя в большей безопасности. Значит, если говорить о том, есть ли какая-то в этом потребность, наверняка есть. Да? Мы сейчас видим кейсы, я не буду говорить про нынешних кандидатов на выборах, которые фактически для меня однозначно спойлеры, и говорить там не о чем. Но есть тот же кейс Дмитриева, который не настолько однозначный, как многие, особенно те, кто за пределами Беларуси, пытаются выставить, да, выставляя его агентом КГБ. Человек пытается нащупать какую-то грань дозволенного. Да? Всегда так и бывало. Кто-то начинал что-то пытаться, причем в нынешних условиях что-то пытаться делать, это действительно опасно, и это... В общем, я могу только сказать, что я уважаю его за то, что он наверняка действует самостоятельно. Я не верю, что это какая-то креатура КГБ или каких-то других силовых органов. Даже если так, опять, это тоже не важно. Да? Это
все равно какое-то нащупывание новой нормальности, это попытка выйти за вот этот чисто силовой вариант давления. Да? Да, это еще не построение там, нового гражданского общества, это просто какая-то попытка начать, если не диалог, то хотя бы там робкий голос подать. Да? И такие люди важны, нужны. Они будут появляться изнутри, потому что, да, быть смелым здесь, сейчас гораздо легче. Ну, кстати, многие и на это не решаются, потому что здесь тоже множество людей, кто не хочет, допустим, выступать, о чем-то говорить под своим именем. Вот. Он делает то, что делает это под своим именем, делает это в ситуации, когда это очевидно опасно для него лично. Он понимает, чем рискует, потому что уже отсидел, поэтому вот такое осторожное нащупывание новых границ дозволенного с попыткой их немножко так отодвинуть. Да. Ольга, а вернемся все-таки до этих кандидатов спойлеров, как вы сказали. Канапацкая, Гайдукевич, Сыранков и Хижняк. Як бы вот акуратненько па ўсіх фактычна зарэгістраваных арганізацыях партыйных ад кожнай партыі ёсць прадстаўнік, ну і плюс як разынка на торце, так бы мовіць, спадарыня Ганна. Вот это что-то означает, что вот спотребились для чагосьці спойлеры. А чему нельзя было, как в Советском Союзе? Вот есть один кандидат, Александр Егорович, надо. Навошта все вот остатние, вот этот вот балаган? Он про что-то сведчит, что, может, эта система, не то, что робится больше либеральной, но как бы больше складанной. Да ни про что на самом деле это не свидетельствует. Для меня это просто какая-то картинка, которая создается. Да? Зачем 80%? Что 62% это менее убедительная победа на выборах? Ничуть не менее. Просто вот у нас такая традиция, да, что мы уже привыкли, и нам нужно там больше 80%. Так и тут выборы, вроде как они уже там последние 30 лет состязательные. Пусть и в этот раз они такими будут. Да, мы выберем максимально удобных кандидатов. То есть ничего это не значит на самом деле. Там могла быть Чемоданова, мог быть и поприличнее, в общем-то, состав. Он такой, какой есть, и это, в общем-то, совершенно не важно. На результат это не повлияет точно никак. Никакой полемики, никакой дискуссии. Всегда же ждали, да, а что скажут кандидаты в президенты, а что они такого, на какие проблемы обратят внимание. Ничего этого нет, все абсолютно стерильно, зачищено. Пусть их будет так. Да, денег жалко на массовку, да, в конце концов, что мы самые бедные. Ольга, а вертаючись до нашей основной темы, пасля 26-го, на тое, что будет 26-го, они не уплывают, а на тое, что пасля, вот такой дизайн, а не некий инший, а не один Лукашенко. Это уплывая, не уплывая? Я думаю, что они точно нет, а вот у самого Лукашенко вызовов-то добавляется значительно. И 7-й срок не кажется мне, что будет он каким-то легким, финальным, какой-то такой красивым финишем и так далее. Ничего такого не просматривается. И российский вызов все сильнее, экономический, военный. В общем, я бы сказала, что по всем фронтам тут придется самым серьезным образом что-то делать, что-то менять. А мы все видим, что энтузиазма что-то делать у него все меньше и меньше становится. Поэтому я слабо себе представляю, как он это видит, свое пребывание до 30-го года. И есть ощущение, что он его все-таки не видит до 30-го года, что вопрос транзита будет поднят раньше. Тем более, что за последнее время много обсуждалось, да, вот эти кейсы, когда человек, очевидно, пересидел. И это видно, это плохо, это всем очевидно, что лишнего человек находится на посту, и надо бы что-то менять. Тут сценариев очень много, и сложно пока сказать, какую роль будет играть Россия, и будет ли, да, мы в случае с Асадом видим, что Россия может сказать, что что-то я не заинтересована участвовать в этой пьесе, и поэтому как-нибудь без меня. И тогда все может быть еще более непредсказуемо. Нас ждут любопытные времена. А вот что у Лукашенко в голове, это, зразумела, довольно складана прогнозовать, и у нас некоторые специалисты всех упевнивали, что он и на эти выборы не пойдет, он взял и пошел. Также, может, и в 30-м году, нават коли будут некие размовы, он решит,
аднава жывём. Як кіраваў, так і буду. Але вот ці можна сказаць, што ў беларускім эстэблішменце, эліце, вот этыя думкі, што а он же не вечны, а што будзе пасля, яны как-то лунаюць, спеюць, людзі пра што-то ўжо да чаго-то рыхтуюцца ці не? Это в 2019 году еще было. Было ощущение, когда начали обсуждать, что будет в начале парламентские или президентские выборы, активно обсуждалось действительно, что было бы очень неплохо вначале провести президентские, причем отдавать власть преемнику, благо кандидатов достаточно, подросла его эта новая элита, и она вполне может быть таким консенсусом. Да? То есть там были люди, которые не вызывали сопротивления бы ни в гражданском обществе, ни во власти. Вполне таких людей было достаточно. И, в общем-то, можно было спокойно, в плановом порядке передавать эту власть. Искушение подержать еще чуть-чуть. Я просто не очень понимаю, до чего именно он пытается додержать. Потому что пока это выглядит как до конца, просто до конца, до физического конца. А это достаточно плохая идея. Тем более, когда у тебя еще за тобой большая семья, которой важно сохранить, я не знаю, насколько им важно сохранить власть, но им точно важно сохранить деньги. А это тоже такая история, да, можно культурно, выйти из игры, забрав, называется, всю кассу, а можно ставить ва-банк и проиграть абсолютно все. Я не знаю, какие у него лично эти эмоции, эта эмоция вызывает. Возможно, в азарте игры ему кажется, что это нормальная ставка, но наверняка не все его семейство разделяет такой подход. Люди бы просто забрали деньгами. То, что за 30 лет нажито непосильным трудом. Поэтому мне кажется, что такая возможность у него уже фактически последняя, и человек, очевидно, уже пересидел. І яшчэ одно пытанне, это знешняе атачэнне, знешні кантэкст, прынамсі палітыка захаду. Ці магчыма тое, пра што кажуць і некаторыя ўжо беларускія, скажем, палітыкі з дэмсілаў, вяртанне амбасадараў заходніх краінаў, магчыма, некае смягчэнне санкцыяў, мадыфікацыя санкцыяў, нейкія кантакты, перамовы на вышэйшым ці на высокім узроўні, выхад з изоляции. Такой сцэнар вам уяўляецца магчымым? Здаецца, з аднаго боку, і няма падставаў. Выбары не сапраўдныя, не свабодныя, але тым не менш. Для такого сценария нужен был преемник, собственно, да, который не был бы сильно замазан событиями 2020 года и который мог бы действительно постепенно это все начинать. Потому что получить послов назад в Беларусь, в общем-то, не так сложно. Особенно с учетом того, что почти у всех этих послов кто-то из граждан их стран задержан в Беларуси. И это можно объяснить обычной прагматикой, что, ребят, нам надо доставать своих граждан для того, чтобы коммуницировать с режимом, для того, чтобы как-то с ними встречаться, с этими людьми, нам нужны сотрудники посольств, нам нужны люди, физически находящиеся в Беларуси. Поэтому, извините, мы никого не легитимизируем, мы просто заняты тем, чем мы должны заниматься. Мы занимаемся освобождением своих соотечественников. Поэтому тут я бы сильно не рассчитывала на месте режима на то, что это будет каким-то знаком, смягчением и так далее. У меня здесь очень противоречивые чувства. С одной стороны, все это позволяет Беларуси сохранить субъектность. А это сейчас очень важно, потому что если реальная инкорпорация Беларуси в Россию происходит, то все наши мечты о новой Беларуси можно просто забыть, потому что физически такой страны не остается. Если это... То есть для меня важно, чтобы субъектность Беларуси все-таки оставалась. Даже если частично это обозначает субъектность лично господина Лукашенко. Беларусь больше, чем Лукашенко, и Беларусь важнее, чем Лукашенко. Поэтому сейчас получается, что он де-факто осуществляет эти коммуникации с Западом. Поэтому я за то, чтобы эти контакты были, чтобы они сохранялись в той форме, в которой это необходимо для сохранения суверенитета Беларуси и для освобождения людей.
Все остальное, то, что санкции могут быть смягчены, пока Лукашенко у власти, я в это слабо верю. Это какие-то, возможно, там штучные договоренности, сложные. Ну, то есть мне сложно себе сейчас вообразить, что кто-то, США или Евросоюз пойдет на то, чтобы снимать санкции в отношении Лукашенко. С чего вдруг? Ну, война не закончена пока, соучастие продолжается, репрессии продолжаются. Ну, то есть я сама не сторонник санкций, но для того, чтобы начать их снимать, нужны какие-то серьезнее основания, чем 200 освобожденных человек. І яшчэ одна тэма, может быть, самая складаная, ці одна из самых складаных, это адносіны з Расіяй. Зараз як бы залаты дождж рознага кшталту як бы прэферэнцыі і гэтак далей. Вот 2 разы сёлета Путін прыязджаў, там Арешнік паабяцаў, яшчэ можа сёе-тое. Ну а вот тое, пра што вы сказалі, што в этом сэнсе пагрозы інкарпорацыі, уключэння в вайну беларускай арміі. Вот як бы вы апісалі, як будуць выглядаць беларуска-расійскія адносіны, скажем, у снежні 25 году? Я надеюсь, что не так, как сейчас, но это такой пустой оптимизм, потому что пока все идет к тому, что Беларусь не придется присоединять там огнем и мечом, какими-то дополнительными усилиями. Это тот случай, когда что-то само падает тебе в руки без видимых дополнительных усилий с твоей стороны. Все усилия уже сделаны, все, то есть клиент готов, клиент дозрел, осталось чуть-чуть подождать, и он упадет сам. Это тот случай, когда реально больше не надо ничего. Состояние экономики белорусской сейчас такое, что в самостоятельном режиме я не представляю, как она может существовать. Настолько тотальная зависимость уже создана, что никакая дальняя дуга, никакие там точечные ослабления санкций, даже если об этом каким-то чудом договориться, вот ничего это не спасает в краткосрочной перспективе. Поэтому остается надеяться, не знаю на что. Ну, а вот чисто палітычныя рэчы, адміністрацыйныя рэчы, ну, вот ведаеце, мы часто говорим, что все, Лукашенко сдал свой суверенитет, у него суверенитета нема, у Беларуси суверенитета нема. Но вот скажите, хоть одного, скажем, белорусского чиновника, цивильного ці военного, призначают наўпрост расейцы. Кому-то расейцы наўпрост загадывают хоть шерагоўцу, хоть солдату, хоть лейтенанту, хоть генералу, хоть губернатору белорусскому, вот прямо из Кремля. Там, Ваня, Янка, вот так. Ці все ж таки это так ці інакш ідзе праз Лукашенку? Ён так или інакш контролюе аппарат улады? Ну, пока да, но все в меньшей степени на самом деле. И контакты на уровне губернаторов, и финансовые вливания на местном уровне, они тоже идут. И чиновники многие очень пророссийские, и если у них встанет такой непростой выбор Путин или Лукашенко, я прям серьезно опасаюсь, что они выберут Путина. Вот, просто потому, что так Лукашенко... Так заўсёды было, між іншым. Именно. Но сейчас это как-то все органичнее, все шире распространяется, и информационное поле, оно настолько пророссийское, что это будет очень органично, это не потребует никакого сопротивления, да, как там, вспомните, когда обсуждали интеграционные карты, да, и там, да как мы можем, там, единая налоговая политика, что это такое, мы самостоятельно. Постепенно это все нормализовано, это все кажется вполне себе приемлемым, никакого сопротивления не вызывает у большинства чиновников. И, в общем-то, если формально тебе приказ станет приходить из какого-то другого места, я не думаю, что на это многие даже обратят внимание. Настолько это все затягивает, и настолько мы втянулись в эту игру, особенно с учетом того, что деньги действительно в России. Вот, я понимаю, что заказывать музыку будут они.
В том числе и в самом прямом таком виде. Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі была рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка. А за тым, як падзеі будуць разгортвацца далей і якой ўсё ж такі будзе Беларусь пасля 26 студзеня, вы можете сачыць у нашых праграмах YouTube-канала «Свабода Прэміум». Дзякуй, да пабачэння.